Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. Исәнмесез, кадерле дуслар. Хәерле көн. Наш проект достиг экватора. Задание становится сложнее, а конкуренция еще жестче. И сегодня вы в этом убедитесь. Когда-то говорили, что настоящую татарочку сначала слышно, а потом видно. И вовсе не потому, что она громко поет. А какие еще могут быть причины? А это мы сейчас узнаем. Безбашливос. Смотрите сегодня в программе: несметные сокровища татарочек. И правда ли, что бриллианты – лучшие друзья девушек? Я как татарочка люблю всякие украшения, всякие сережечки, чтобы все это звучало, блещало. Не затмит ли блеск драгоценностей строгий взгляд членов жюри? Выбирать было трудно, потому что достойных работ очень много. Вперед и с песней! Нитки, иголка, цветной бисер и полоска кожи. Вот и весь нехитрый набор, с помощью которого участницам конкурса предстоит совершить настоящее чудо. А поможет им в этом дизайнер украшений Эльвина Якушева. Ее работы завораживают даже тех, кто к украшениям равнодушен. Свое призвание она нашла случайно. С работы уволили, чем заняться не знала. В интернете увидела мастер-класс по плетению из бисера. Попробовала сама и получилось. Оказалось, что такая красота не требует жертв. Напротив, творчество подарило состояние полной свободы. Вдохновение она черпает из природы. Еще один неиссякаемый источник – это народная культура. Национальная татарская культура, восточная культура – это большой клад, неиссякаемый клад для творчества в технике вышивки, бисером в частности. То есть черпать можно бесконечно. И мне кажется, ничто иное, как именно вышивка бисером, предназначена именно для восточных женщин, для восточных украшений. Потому что именно бисером хочется выложить арабскую вязь, очертания минаретов, цветов. Это все присутствует именно вот в мусульманских украшениях. Татарочкам предстоит начать с самых азов. За 2,5 часа они должны сделать браслет. Материалы у всех одинаковые. Результат будет зависеть лишь от полета фантазии. Сегодняшнее задание достаточно сложное, потому что этим я занимаюсь украшениями впервые. Это очень мелкая, очень кропотливая работа. Мало того, у нас ограниченное время, мы не можем здесь 3 дня сидеть. Нам нужно быстро все сделать, красиво, аккуратно, но ничего, у нас получится. Во все времена к украшениям женщины испытывали особую страсть. Современные татарочки не исключение. Я как татарочка люблю всякие украшения, всякие сережечки, чтобы все это звучало, блещало. Именно мелодичный перезвон украшений и был когда-то предвестником появления женщины. Старинные ювелирные мастера в своем деле достигли совершенства. Серьги, браслеты, кольца, затейливые накосники, изю и хасите. Только у татар, ни у одного другого народа мира. Предметом искусства могла стать застежка воротника. Казалось бы, мелочь, но нет. По украшениям женщины судили о социальном статусе супруга. Сегодня это правило далеко не всегда работает. Моңа тиклем мен кул эше белән шөгыльләнгәнем бар иде. Кул эше белән шөгыльләнү миңа бик нык ошый, чөнки ул кешене тынычландыра. Бүтән уйлар турында, бүтән уйларны баштан алып ыргытаң да тик үзеңнең эшең белән генә шөгыльләнәң. Способность татарочек к рукоделию тоже стала притчей во языцах. Вот сегодня мы и проверим, существует ли он, зов предков. Если раньше рукоделие было единственной возможностью украсить дом или одежду, то сейчас в этом нет острой необходимости. Но женская душа, как и прежде, тянется к прекрасному.
У каждой девушки должна быть своя изюминка. И вот украшение сделано своими руками, когда в него вложена теплота твоих рук, да, твои какие-то мысли, переживания. Это, конечно, я думаю, что намного ценнее, чем пойти и купить это все в магазине. Оказалось, что многие участницы с рукоделием давно знакомы. Регина Тулубаева увлекается вышивкой бисером, а Рената Гайдулина золоту и серебру предпочитает украшения собственной работы. На себе сегодня мои изделия, которые я сама сделала. Сейчас есть такое модное веяние, это называется полимерная глина, с которой вот можно делать возможные украшения. Я вот сегодня пришла вот в своих собственных украшениях. Одних вдохновляют купола мечетей, другие представляют себе цветущее поле тюльпанов. Альбина Гайнулова, пока вышивала, думала о детях. Они не только самые преданные болельщики, но и неисчерпаемый источник вдохновения. Все ради них и даже участие в конкурсе. У меня просто 2 детей, и вот кроме них у меня, вот для меня это мое самое большое достижение. Как все спрашивают, чего вы достигли в жизни? Я всегда говорю, что это семья. А между тем, время не просто бежит, оно летит. Еще часа 3. На каждую половинку по 3 часа. Девочка, видите, какая красота? У вас так же получается? Да. Все, работа окончена. Настало время членам жюри выставить свои оценки. Выбирать было трудно, потому что достойных работ очень много. Чем привлекла меня именно эта работа? Вот видите, какое оригинальное решение оформления тюльпана. Мне кажется, в ней есть страсть, но при этом такая нежная страсть, я бы сказал. Хотя я замечу, что браслет не доделан, но чувствуется потенциал в ней. То есть у нее сложность работы выше, чем на 5. Бүгін бик котлаулы бәйле, чөнки кызлар, хатын-кызларның бизәнү әйберләрен эшләйләр, беләзек ясадылар бик матур итеп. Шуңа күрә кызлар барысы да бу мәсьәләне шиштеләр әйбәт кенә, барысы да булдырдылар, барысының да эшләре бик матур килеп чыкты. Ну, араларында төрлесе бар әлбәттә. Төсләрне туры китергәннәре бар, бик төгәл итеп эшләгәннәре бар. Ну, төрлечә без инде соңдан аларны карарбыз дип ышанам. Им удалось не просто создать затейливые орнаменты из камня и бисера. В каждой работе есть своя идея. Они хотели рассказать и об истории татарского народа, и о красоте родной природы, о своей любви к национальным традициям и культуре. У многих из них это получилось. Жюри особо отметило работы Гюзели Муртазиной, Ренаты Гайдулиной, Регины Тулубаевой и Альбины Гайнуловой. Девчонки, вы молодцы! Поздравляем вас с заслуженной победой! Завершился еще один этап нашего проекта. Пора готовиться к следующему. Тем более, что впереди много интересного. Сплав по реке, покорение горных вершин. Одним словом, нас ожидают потрясающие приключения. Надеемся, что и вы, любимые зрители, готовы пройти их вместе с нами. Ну что, пора собираться в путь. И сенсоваловас. Хушагас. После этапа рукоделия наш проект покинули 3 участницы. Надеемся, что они смогли многому научиться. Конкурс стал для них не только интересным приключением, но и дал возможность по-новому взглянуть на себя и культуру родного народа. А в следующей программе участницы конкурса отправятся в настоящий поход. Неожиданная встреча в Сатке. И первые испытания стихией. Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ.